Республика Башкортостан входит в число лидеров среди регионов России по спортивным объектам, которые есть у нас в регионе. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Николай Красников, сейчас директор спортивной школы имени Николая Гастелло, заслуженный мастер спорта России в прошлом и многократный чемпион мира и Европы по мотогонкам на льду. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот сегодня мы с вами обсуждаем область, которая близка вам. Это спорт, это спортивная тематика. Именно то мы говорим сейчас уже о том, что у нас в Башкортостане очень много строится спортивных объектов. Причем мы говорим не только об Уфе, да, но и о других городах и районах, муниципалитетах Башкортостана. Что скажете? Действительно, объектов строится для спорта очень много. И это такой положительный задел в наше будущее. Я уверен, что в этих объектах вырастут не одно поколение хороших спортсменов, хороших граждан Российской Федерации. Мы на пути воспитания сильного поколения. Если говорить лично о вас, о вашей истории, вы приехали в Уфу, в столицу Башкортостана, из Шадринска, правильно же я все помню? И вы в свое время именно... Почему вы выбрали Уфу? Ну, в начале же пути вы не знали, что расцветете и станете таким спортсменом. Да, начал заниматься мотогонками на льду, и так как родился в маленьком городе, нужно было расти. Меня пригласили сюда в молодую команду, только что возобновившую свою работу. То есть, вы же знаете, мотогонок на льду долго не было в Республике Башкортостан. И в самом начале возрождения мне было интересно прийти в молодую команду и реализовать себя здесь. Горжусь тем, что весь свой яркий спортивный путь прошел на одном месте под флагом Республики Башкортостан. Завершив его, мои навыки, мой опыт пригодился в воспитании не одного поколения юных мотогонщиков, которые, пользуясь этими навыками, добились успехов на всероссийских международных соревнованиях, прославляют нашу республику. И это все у нас работает и продолжает жить. И сейчас вы уже являетесь руководителем спортивной школы имени Николая Гастелло. Ни для кого не секрет, что этот стадион в свое время был заброшенным, да, был не самым, может быть, в спальном районе нашей столицы. Но, тем не менее, сейчас он обретает вторую жизнь. Вы знаете, он не был заброшенный, он требовал ремонта. Да, на этом стадионе всегда был замечательный коллектив, тренерский состав, и я горжусь тем, что сейчас я являюсь руководителем этих тренеров, которые проработали там больше 30 лет и тоже воспитали не одно поколение спортсменов. И имея такой инструмент в руках, мы распределили приоритеты и начали нашу работу. Первым делом, вот как и обещал тренерам, мы сделали легкоатлетический манеж. Помимо косметического ремонта, в нем мы положили современное покрытие для бега, то есть там было достаточно устаревшее и жесткое. Я понимаю, что это и травмоопасно для спортсменов, но на сегодняшний день наш легкоатлетический манеж соответствует требованиям. Мы в этом году завершили укладку искусственного футбольного поля. Сейчас наши дети занимаются на профессиональном покрытии. У них нет причин перейти в какую-то другую секцию, потому что негде там вести современные тренировки, то есть нет покрытия. У нас все условия для этого есть. Мне бы очень хотелось в следующем году, конечно, сделать и новое покрытие для легкой атлетики вокруг искусственного поля, потому что легкая атлетика в школе Гастелло является спортом номер один, массовая, хорошие результаты. Также в этом году мы завершили ремонт спортивного зала многофункционального, и думаю, что вот этот темп развития, который мы взяли, мы будем продолжать и доводить наш стадион до современного вида, добьемся всех требований, которые нужны сейчас для полноценной работы. Николай, какие цели и задачи ставите перед собой? Ну, основная цель, я хочу своим опытом поделиться с подрастающим поколением. Хочу, чтобы под моим руководством в спортивной школе действительно выросли не только чемпионы, но и достойные граждане нашей страны, которые будут ценить, знать наши традиции. А что касается стадиона Гастелло? Вот именно какие здесь перспективы видите? Какие-то, может быть, новые секции откроете для того, чтобы привлечь и для того, чтобы объект еще более ожил? Ну, мне бы очень хотелось, конечно, на стадион Гастелло привести мотоспорт.
вопрос открытый, он двоякий. То есть мы можем оставить этот спортивный объект только под занятие физкультурой, а можем дать ему вторую жизнь. Это привлекет зрителей и заполнит трибуны стадиона Гастелло. Также во время таких массовых мероприятий в любом случае зрители посмотрят на количество секций, на тренерский состав и приведут туда своих детей. Есть разные пути развития. Ну, каким-то мы пойдем, но завтра будет лучше, чем сегодня, это точно. Если сравнивать Башкортостан с другими регионами, именно в плане спортивной базы? Ну, я уже повторюсь, да, действительно, на территории республики, не только в Уфе, а за ее пределами, строится большое количество спортивных объектов. Это не может не радовать. Не скажу точно, сколько, в каком регионе строится больше, но я уверен, что мы на лидирующих позициях. Николай, мы говорили о том, что, сравнивая Башкортостан с другими регионами, исключительно из тех количественных показателей, которые есть, Башкортостан в этом плане в числе лидеров, и строятся крупные объекты как в городе Уфе, так и в муниципалитетах, в других муниципалитетах республики. При этом есть акцент, развивается не только спорт, именно профессиональный спорт, мы воспитываем не только атлетов, но и физкультурное движение. Как думаете, какие, может быть, на каких дисциплинах стоит сделать больше акцента в развитии именно этого направления? Я затрудняюсь ответить. Плохого вида спорта не существует, и то, что развивается такое большое количество видов спорта, это здорово, потому что, понимаю, дети в раннем возрасте должны попробовать себя во многом, и они себя обязательно найдут. Нет неталантливых детей, есть те, кто себя не нашел. И то, что сейчас происходит, позволит каждому ребенку найти себя, добиться успехов, реализовать себя в жизни и быть счастливым человеком. Если вспомнить именно минувшую осень, то у нас в столице Башкортостана прошел международный форум «Россия спортивная держава», где прошел совет при президенте России по развитию физкультуры и спорта. И Владимир Путин говорил о доступности спорта. Вот что вы можете сейчас сказать? Доступен ли спорт в Башкортостане? Может быть, вы за всю республику ответить не сможете, но именно по Гастелло. По Гастелло скажу так, что доступны все секции. Дети любого социального уровня могут прийти и заниматься наравне со своими сверстниками. Это одна из важнейших задач, и не только на Гастелло, даже в мотоспорте очень давно к этому шел. Наблюдал, как открываются частные секции, но для меня это было неинтересно, потому что талантливые дети – это простые дети, для них нужно создать доступную среду, и все наши лучшие звезды, они именно из простых семей. Именно поэтому вы хотите в свое время именно развивать мотоспорт на базе стадиона Гастелло. Скажу стадиона Гастелло, потому что это общепринято, потому что именно рядом микрорайон Черниковка, где самые верные поклонники мотоспорта. Это да, это факт. И хочу развивать его в комплексе с теми видами спорта, с базовыми, которые жили очень много лет на стадионе Гастелло, для того, чтобы, да, действительно, ребенок пришел, прошел по всем секциям, пришел там в техническую секцию, потом хотелось бы открыть авиамодельный кружок для того, чтобы каждый мог найти себя. А если говорить о количестве именно, сколько сейчас ребят занимаются в спортшколе Гастелло? На сегодняшний день 710 человек. А сколько секций? На сегодняшний день также 9 секций. Какие виды? У нас легкая атлетика, борьба, бокс, армрестлинг, художественная гимнастика, легкая атлетика, футбол, самбо и мотоспорт. То есть у вас очень разнообразный спектр и детей. Готовы принять еще больше детей? Хватит ресурса, как думаете? Дорогу осилит идущий. Мы к этому идем, чтобы наши секции были переполнены. Вы в совсем недавнем прошлом действующий спортсмен, сейчас руководитель, и здесь и менеджерской работы много. Вообще, насколько сложно удается осваивать? В самом начале было сложно и непривычно, сейчас уже все отлажено, хорошая команда работает со мной, и с поставленными задачами мы справляемся. Спасибо огромное, Николай, что, несмотря на плотный график, вы пришли к нам, поделились своими впечатлениями. Мы желаем вам побед, теперь уже побед и ваших воспитанников, которые наверняка будут еще блистать не только на мотоциклетных треках, но и в других видах спорта. Спасибо огромное. Всем спорт.
Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.